Центральный городской парк памяти и славы построили еще в 1927 году. Он не раз подпадал под реконструкцию. 5 лет назад здесь установили новые скамейки. За время последнего благоустройства тротуар и лавочки пришли в негодность. Поэтому именно эта зона отдыха вошла в федеральную программу благоустройства общественных территорий. Работу разделили на несколько этапов. Пожалуй, самой сложной стала подготовка основания для тротуаров. Во-первых, началось все с того, что снимали прежнее покрытие. Потом все это застилалось грунтом, песком, песчано-цементным составом, раствором. Потом выкладывалась брусчатка. И вы знаете, когда велосипеды, пешеходы проходят по участку, где идут вот эти вот работы, плитка, брусчатка начинает плыть, она начинает коситься. И по-новому приходилось каждый день перекладывать какие-то квадраты. Это было очень сложно. Освещению здесь уделили особое внимание. Так как фонари недостаточно освещали всю парковую зону, было решено заменить их на современные и, что самое главное, прочные светодиодные лампы с естественным освещением. Были установлены шарообразные, торшерные. Я не знаю, то ли сбивали их, то ли трясли эти электроопоры. В общем, половина из них была разбита уже на 23 число. После этого мы приняли решение установить более прочные и, по словам специалистов, более долговечные. Мы с душой отнеслись к этой работе, и на сегодняшний день в полном объеме она завершена. Также в рамках реализации проекта «Городская среда» в городе построили современную футбольную площадку, покрытие 42×20, новые скамейки, система водоснабжения и даже отдельная парковка. Здесь у нас идут по периметру металлическая конструкция, сетка. Ну и сами видите искусственное покрытие, а также футбольные ворота. С двух сторон, значит, у нас находятся две металлические калитки. По периметру, по ограждению самому, по несущей конструкции установлены 6 светильников. И отдельно установлены 4 электростолба, электроопоры, на которых тоже крепятся светильники. Эти светильники, они будут загораться автоматически. То есть, как только стемнеет, все 4 светильника будут работать. А то, что идет по периметру самого футбольного поля, их нужно будет включать. Подрядчик учел все пожелания жителей. Так, после обращения площадку дополнительно покрыли еще одним слоем удерживающего песка, а также укрепили синтетический газон в несколько слоев. Депутат Народного собрания Республики Магомед Дарсигов, курирующий объекты по проекту «Городская среда», контролировал весь процесс работ. Тут работы проделаны 100%. Я сам собираюсь тут провести первый матч после открытия. Мы были еще в парке, в городе Сунжи, в городском парке. Там тоже проделана работа качественно. Я остался доволен работой подрядчика. В будущем, думаю, она будет еще в других городах, районах проводить такие работы. Несмотря на все сложности, подрядчик закончил работу с опережением графика. Новый парк позволит местным жителям отдохнуть после тяжелого дня, а футбольная площадка станет излюбленным местом любителей футбола. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.